Несмотря на то, что Государственная Дума седьмого созыва завершила свою работу, депутаты продолжают исполнять полномочия в своих регионах. Депутат Галина Данчикова совершает рабочую поездку по Южной Якутии, и первым населенным пунктом, куда заглянула Галина Иннокентьевна, стал поселок золотодобытчиков Нижний Куранах. Проявленный интерес связан с федеральным законом о недропользовании и поправками, которые группа депутатов внесла на рассмотрение в экспертный совет. Когда-то, может быть, года 3 назад, 4, может быть, чуть как бы раньше, в лицензионном соглашении было четко прописано, что компании-недропользователи при получении лицензии заключают соглашение о социально-экономическом развитии территории, на которой они работают. Считаю, что это на самом деле совершенно правильно, потому что практика есть, но нужно, однако, это формализовать. И мы внесли два законопроекта в экспертный совет Госдумы. Один законопроект касается охраны окружающей среды, и вопрос, связанный с заключением соглашений о социально-экономическом развитии той территории, на которой работают, однако ввести как обязательную норму. Золотодобывающие предприятия Алданского района всегда были социально ориентированы и продолжают помогать в местах своей деятельности. Однако содействие это хаотично и непропорционально. Нужна система и баланс. Хотелось бы как раз, чтобы было какое-то объединение, реальное объединение, которое бы выработало правила игры промышленников на территории здесь Республики Саха-Якутия, которые были для всех понятны, и неважно, это ты крупная компания, крупный недропользователь или мелкие компании, которые добывают условно небольшие объемы того же золота. Вот. Правила должны быть для всех едины. И такая работа уже ведется руководством Полюс Алдан. Масштабным должен стать проект строительства жилья для специалистов золотодобывающей компании, которые будут привлекаться для работы из других районов республики по программе «Местные кадры в промышленность». Когда ориентир идет только на бизнес, на развитие какой-то там составляющей запасов, другие проекты, но забываем именно про людей, то бизнес явно будет как-то кривобокий. Вот как раз о чем снова было сказано Галиной Иннокентьевной, крайне важно создать максимально комфортно людей для проживания. Не только в рамках того, что они приехали на какой-то короткий период, а настраивать так, чтобы люди всегда хотели приехать и здесь остаться. Принимать поправки и писать новые законы будет уже иной состав Государственной Думы после сентябрьских выборов. Однако основываться народные избранники будут на фундаменте и направлениях, заданные Думой седьмого созыва. Руслан Павлов, Георгий Баранов, поселок Нижний Куранах, Алданский район.